Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был такой случай, и этот случай рассказывает нам сподвижник Абу Саид аль-Худри, радийаллаху анху. Однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, раздавал имущество, к нему подошел один человек. Все его знали, Зуль-Хувайсира. И он сказал: «О Мухаммад, когда ты раздавал это имущество, ты проявил несправедливость. Ты несправедливый». И вот так он обвинил кого? Самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посмел обвинить в несправедливости. Он сказал: ты залим. Самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На что пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: горе тебе! Кто же будет проявлять справедливость на этой земле, если не я? То есть, если я залим, которого Аллах избрал для того, чтобы поднять знамя справедливости на этой земле, если я залим, то кто после меня может быть справедливым на этой земле? И вот этот человек, Зуль-Хувайсира, на самом деле, что он искал? Он искал справедливость. И справедливость – это основа ислама. Аллах в Коране говорит: «И'адилю», будьте справедливыми, «ва хуа акрабу литтаква». И ваша справедливость, она ближе к богобоязненности. В основе любого хукма в исламе между рабом и Аллахом, между рабами лежит справедливость. Таухид, единобожие, ля иляха илляллах, это что? Это справедливость. Нельзя поклоняться тому, что не может тебе помочь. Даже себе не может помочь. Какие-то изваяния, какие-то изображения, какие-то горы, природные явления, какие-то небесные тела. Они сами создания. Поэтому то, что мусульманин поклоняется единому Аллаху, это справедливость. Благочестие к родителям – это справедливость. Отношения между мужем и женой – это справедливость. Даже отношения между мусульманами и немусульманами – там тоже справедливость. Нельзя, когда совершаешь какую-то сделку, обманывать немусульманина. Продаешь машину, так, кто у меня покупает? Абдулла или Сергей? Сергей. Давай тогда прокрутим. Пробег был 200, сделаем 100. Бисмилля. Да? У нас нет такого. Мы мусульмане, мы должны быть честными. Поэтому справедливо. И этот человек, он тоже пришел за справедливостью, казалось бы. И этот человек, не нашел свою справедливость, которую он для себя нарисовал, даже в ком? Даже в самом справедливом человеке в истории всего человечества. От Адама до последнего человека. Даже в нем он не увидел справедливость и сказал: «И'диль я Мухаммад». О Мухаммад, будь справедливым. Ты неправильно делаешь, ты несправедлив. Поэтому, дорогие братья, очень много на этой земле тех людей, которых шайтан наущает под сенью, под знаменем великого слова «справедливость». И шайтан навсего рисует такую справедливость, которую он не может уже не найти ни в ком, кроме себя любимого. И он начинает враждовать со всеми.
враждовать с тем, в ком он не находит и не видит эту справедливость. И это проявление вот этих хариджитов, хавариджей, которые в свое время обвинили самых лучших сподвижников в неверии, не просто в несправедливости. Они просто вывели величайших сподвижников просто из ислама, они сказали, вы кафиры, да? Почему? Тоже с прекрасной причиной. Они не нашли в них справедливость, не увидели ту справедливость, которую они для себя нарисовали. Поэтому я помню, где я был имамом, Нижнекамске. Там огромный зал, кто был в центральной мечети. Примерно на 1500 человек. Если у нас вся мечеть 1200, там примерно на 1500. Женский зал огромный. И встают наши братья, бородатые, во время хутбы, когда ханафитский масхаб даже приветствие мечети запрещает читать. Когда пророк ﷺ говорит, если кто-то услышит, что кто-то разговаривает, и он ему скажет, не разговаривай, даже у него намаз не примется. Харам, нельзя разговаривать, нельзя, братья, во время хутбы в WhatsApp сидеть. Даже если не понимаете, даже если хутба на татарском. Нельзя переписываться в телеграме. Даже тот, кто скажет, сделает замечание брату, не говори, не разговаривай. Даже у него намаз не примется, пророк ﷺ сказал. Поэтому, дорогие братья, вставали братья и говорили, имам, ты что говоришь? Ты что людям сказки рассказываешь? Ты должен быть справедливым, у нас должен быть халиф, ты должен говорить про исламское государство. Да, сколько мы им пробовали вагази делать, потом после собираться, бесполезно. Нижнекамск такой город, 90-е были, там еще Абылар были с 90-х. Когда они просто без хазрата поговорили с ними, они сразу исчезли куда-то все. Да. Про аяты они не услышали, слова Аллаха, а вот этих бывших братков, наших братьев-мусульман, да, когда они там объяснили по-своему где-то за территорией, они сразу потерялись. Поэтому было время, люди искали, братья искали справедливость, раздавали какие-то листовки, подставляли наших братьев и так далее, и так далее. Поэтому ученые говорят, у шайтана есть два метода, как он вводит в заблуждение людей. Первое, есть две двери. Существует две двери. Первое, это бабу шахават. Первое, это дверь страстей. Страсть. Мое я. Мое большое я. Оно хочет страстей. Оно хочет жить красиво. И поэтому Аллах говорит, зуйина линнас. Приукрашено для людей. Что? Хуббу шахават. Любовь к страстям. Минан ниса. То есть это женщины. Почему сегодня молодежь не может оставить зина, прелюбодеяние, хотя он уже сколько лет ходит на джумга? Почему он не может отказаться? Почему наши сестры в платках флиртуют с братьями где-то там, хотя Аллах не разрешает это? Потому что это страсть. Это та дверь, самая слабая дверь большинства людей, может быть 99% населения. Это страсти. У кого-то страсти к женщинам, у кого-то страсть к деньгам. Вот он такой, машаллах, здесь сидит богобоязненный, а когда совершает сделку, он обманывает брата, он кидает брата. И так далее, и так далее. То есть это страсть. Он не может победить свою страсть. Золото, серебро, карьера. Земная жизнь, земные удовольствия, у кого-то страсть к еде. И вот все эти страсти, все наши слабости шайтан знает. И он вводит нас в заблуждение через дверь страстей. Но есть другая категория людей. У них склонность к страстям меньше, чем у других. Да? И поэтому их обмануть женщинами тяжело. Ему женщины не нужны. Обмануть их деньгами, да, у него и раньше не было, и сейчас нет, и ему они не нужны. Да? Обмануть какими-то земными удовольствиями тяжело.
И вот здесь ученые говорят, шайтан начинает использовать другую дверь, не менее опасную. Эта дверь называется шубухат, сомнение. Сомнение. Шубухат — это когда шайтан входит в душу человека, то есть он вносит в душу человека сомнение, смуту, фитну. Не фитну в его страсти, фитна женщины, фитна денег, фитна там, карьеры, известность. Вот сейчас наши сестры вообще разум теряют из-за этих лайков, когда все там лайки ей ставят, там 1000 лайков. Там. Мы раньше про награды говорили Аллаха, а сейчас про лайки, да? То есть это известность. Все, они уже зависимы от этого. А здесь дверь сомнений, смуты. И вот это сомнение, когда шайтан показывает ему религию, истину в искаженном виде. Ведь тот человек, Зуль-Хуайсира, он же искал в пророке что? Только благо, справедливость. Но ту справедливость, которую для него шайтан нарисовал, она была другой. И он не нашел эту справедливость даже в ком? Даже в избранном Аллахом пророке, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие братья, вот эту дверь шубухат, то есть шайтан, иблис, использует богобоязненность, иман человека, стремление его к довольству Аллаха, использует для того, чтобы направить его по ложному пути. Он не борется с его стремлением, что нужно снискать довольство Аллаха. Он просто обманывает его и показывает, довольство Аллаха не здесь, а вот немножко здесь. Он не останавливает его, он не успокаивает, он не говорит, успокойся ты, хватит уже. Нет, он говорит, ты такой, машаллах, ты такой богобоязненный, ты лучше всех. Но немножко что? Он незаметно его поворачивает в другую сторону. И он снова идет вперед, за истиной, за справедливостью, но даже в пророке потом не находят эту справедливость. Вот это есть профессионализм шайтана. Это есть его опыт, силой, достоинство мусульманина, его стремление к довольству Аллаха. Он только хочет довольства Аллаха, да? Но он поворачивает против него. Он начинает работать против него. И вот в исламе этот термин в книгах называется аль-гулю. Гулю, когда человек переходит границы. Это называется чрезмерность в религии, в поклонении, в любви или в ненависти друг к другу. То есть чрезмерность, гулю, выход за границы. И посланник Аллаха, если с этой стороны предостерегал умму от чего? От следования страстям, с другой стороны, он предостерегал также умму от преследования чего? Чрезмерности в религии. Чрезмерности. То есть, когда с этой стороны мусульмане пренебрегают законами Аллаха, да, он может намазы оставлять, он может и чужой женщиной коснуться, то есть это здесь слабость. А с другой стороны, да, когда уже его эмоции, его эмоциональ, его хамас, да, уже выходят за выходы истины, то есть за границы Аллаха. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иякум аль-гулю», остерегайтесь чрезмерности в религии. И поистине тех, кто был до вас, погубило не что иное, как аль-гулю, чрезмерность в религии. Этот хадис у имама Ахмада. Поэтому, что такое истина? Истина, она посередине. В арабском языке истина является, то есть между, есть вот пренебрежение в исламе, да, то есть это тафрит, упущение, когда ты пренебрегаешь намазом, это называется тафрит. А чрезмерность называется ифрат. Ну вот в старых книгах, кто, например, в деревне выросли, ифрат дараджада матурдилар. То есть если кого-то там
описывают поэты там ифрат дараджада матур, то есть, ну, слишком красиво, да, вот ифрат. То есть тафрит это упущение, а ифрат, когда ты уже, вот финиш здесь, кто-то может не дойти, а кто может перебежать. Поэтому вот здесь тафрит, упущение, а ифрат дальше, а середина, истина, она здесь. Бейна тафрит и валь ифрат, говорят ученые. И поэтому даже в мирских обычных делах нам всегда нужна истина, где середина. Если где-то механик не докрутит болт, это что? Это тафрит, упущение. Это может привести к гибели, к ДТП и еще что-то. Но если механик перекрутит болт, то тоже испортит что? Технику. Поэтому он должен знать, до какого, есть специальные аппараты даже, до какого уровня головку можно крутить и так далее, и так далее. Вот поэтому даже в мирских делах, даже жена, когда будет готовить еду, она может не досолить. Вот вкусно все, но немного соли не хватает, а может пересолить. А иногда, если не досолить, еще можно там потом досолить, а когда пересолить, уже невозможно это исправить. Вот поэтому в каждом деле, даже в мирских делах, почему нужен профессионализм? Почему нужно знать то, чем ты занимаешься? Потому что это ответственно даже в мирских и в религии. Можно не досолить, а можно пересолить. То же самое. Можно не докрутить, гибель, и можно перекрутить, все можно испортить. Поэтому человек, который пересолит поклонение, это не значит, что он возьмет награду больше. Так же, как он испортит суп, вкус супа, наслаждение от супа, он испортит свою религию. Потому что это бидагат. Этого Аллах от него этому Аллах ему не возлагал, и поэтому Аллах не примет это лишнее. Поэтому Аллах говорит: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. И вот так мы сделали вас серединной уммой. Поэтому мы должны быть в середине. И к чему приводит аль-гулю? Аль-гулю, да? То есть можно привести в ряд примеры локальные, глобальные, да, которые разрушают нашу умму. Конечно, первые цветочки это были хариджиты. Да, я об этом уже сказал. Хавариджи, которые посмели, это было 8 тысяч человек, которые отстранились от сподвижников, да, они сказали: мы лучше, мы на истине, а вы все заблудились. Они, получается, они обвинили даже лучших сподвижников из числа даже первых 4 халифов, праведных халифов, да, они обвинили их в неверии. Они сказали: все, вы оставили религию. Да. Потом, конечно, большая часть вернулась, 6 тысяч вернулось после насихата, да, но 2000 остались на своем. Это были первые ласточки вот этих хариджитов, которые обвинили мусульман в неверии. Поэтому сегодня есть огромное количество, к сожалению, течений, партий всяких, которые они обвиняют мусульман в неверии. То есть для него брат мусульманин — это не брат мусульманин, только его однопартиец. То есть для игиловцев тогда, когда они рубили головы, они же куда-то не поехали, в Израиль, например, да, израильтян убивать. Они же убивали братьев мусульман в Сирии, отрубали бородатых, вот так снимались селфи с бородатыми головами наших братьев мусульман. Поэтому вот как Всевышний говорит: «Куллю хизбин бима ладейхим фарихун», то есть каждая партия, она радуется тому, в чем она находится. Поэтому признак вот этих тех, которые приступили границу, чрезмерность, да, они зачастую не призывают людей к исламу, к Аллаху, к поклонению, к богобоязненности. Они призывают к своей партии. Они уже больше как политическая партия. То есть здесь тахрировцы говорят: нам нужно государство. Они говорили, да, нам нужно свое построить государство. И пока у нас нет государства, многие приказы Аллаха, они на нас не действуют. Потому что у нас пока нет государства. Они пренебрегали здесь фарзами, харамами, а здесь говорили, что нам нужно построить государство. Да?
хотя и у многих даже образования не было. Таблиговцы были, да, казалось бы, не такие страшные, да, но я очень много общался в свое время с таблиговцами. Они признавали только свой призыв. Если ты хочешь призывать к Аллаху, оставь свой минбар. Побойся Аллаха, иди с нами. Куда? По деревням, по селам, на 3 дня, на 7 дней, на 40 дней. И пока ты не выйдешь с нами, ты не на пути Аллаха. Но это же, что за экстремизм такой? Мой дагват — это не дагват. Кто-то, учитель математики, он, машаллах, показывает пример, истинный пример мусульманина в своей школе. Он не ругается, он проявляет терпение, он уважительно относится к своим ученикам. Где-то врач показывает пример ислама. Нет, они не на пути Аллаха. Вот врач должен оставить свой кабинет, своих пациентов, и он должен идти на пути Аллаха. 3, 7, 40 дней, жить в мечетях и всем говорить, говори ля иляха илlallah. Поэтому их проблема была не в том, что они призывали к ля иляха илlallah. Их проблема была в том, ошибка, что они признавали только свой дагват, только свой путь. Поэтому сегодня есть такие братья, которые где-то там у каких-то шейхов учатся, потом только слова шейха признают. Хотя мимо есть других 100 шейхов, таких же, может быть, даже более знающих, они это признают. Было время, помните, наверное, вот кто постарше, когда мы делали в мечетях ихтикаф, братья приехали и говорили, наш шейх сказал, ихтикаф можно делать только в 3 мечетях на этой земле. Ну, знаете какие, да? Аль-Харам, 2 харама и в Иерусалиме. Все, ваш ихтикаф бидагат. Во всем мире сколько миллионов мечетей. Последние 10 дней братья поклоняются, они сказали, вы все на бидагате. Ну, помните, наверное, кто-то помнит точно. Я точно помню, не могу забыть это. Я помню, братья пришли, все вот эти тасбихат, щетки взяли, выкинули с мечети. Даже без разрешения. Я говорю, кто вор? Это вы воры. Я их даже обвинял. Они сказали, а ты бидагатчик, нельзя щетки использовать во время тасбиха, только на пальцах надо. И когда я спросил, кто это сказал, пророк саллаллаху сказал, приведите хадис, аят, это наш шейх сказал. Потом, когда я им нашел, вот 10 шейхов сказали, что это можно, они посмотрели, некоторые шейхи, ну такие были, для них нормальные, они сказали, да, мы погорячились. Я говорю, ну найдите сейчас, где эти щетки-то, до куда они доехали. Поэтому вот это все называется чрезмерность, когда ты находишь свою истину, она твоя, а все другие, они заблудились. И вот от этого появляется и вражда, и потом уже и кровопролитие, и войны, которые были даже среди мусульман. Поэтому дай Аллах нам быть на истине между тафритом и ифратом, и пусть Аллах упасет нас от чрезмерности. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.